Однажды собрались вместе три волшебника. Благо, счастье и обещание. А день тогда выдался жаркий, поэтому устроились они на берегу ручья и завели неспешную беседу. Вот я сколько хочу одарить кого-то частичкой себя, постоянно случается что-то непонятное. Например, есть человек, он добился всего, чего желал. Думаешь, вот бы теперь жил, нету жил, да и других радовал. Но нет, тут как тут появляется жадность, и человека совсем не узнать. Раньше был хороший, добрый человек, теперь же вредный, сварливый скряга. А ведь все у него есть. Живи, делай добро, радуйся с теми, кому помог, умножай счастье. И не говорите, уважаемый. Со мной то же самое происходит постоянно. Поделишься собой. Кажется, ну вот оно счастье, красота. Но обязательно беда или напасть подкрадывается, и человек идет их дорогой, все разрушая на своем пути. Давайте уйдем от этих неблагодарных людей и ничего им давать не будем, а? Что скажете, уважаемые? Это мысль. Только ведь не все они такие плохие. Мне здесь как-то уютно, что ли. Привычно стало. Быть может, как-то проверим людей еще раз. А уже после этого и будем решать, уходить от них или нет. Да, есть идея, как проверить. Давайте сделаем так. Хорошо. Ой, слушайте, там кто-то, кажется, идет. С другой стороны кустарника подошли к ручью три брата, Асан, Усин и Касем. Тоже решили отдохнуть у ручья в тени. Уже столько лет прошло, как наши родители умерли, а нам так и приходится батрачить на этих баев. Да, что за скотиной смотри, то арыки копай. Или вот как сегодня в такую жару выгнали сено косить. Негодяй. Услышали волшебники разговор братьев. Тут обещание и говорит: как повезло, что эти юноши пришли. А что вы до этого хотели сказать? Да, давайте, не тяните, рассказывайте, что вы снова придумали. Прежде чем уйти, давайте сделаем так. Я выйду к ним и исполню самые заветные мечты этих юношей. Потом, через некоторое время, мы вернемся и проверим, держат они свое слово или нет. Если хоть один сдержит, то мы останемся. А если нет, что ж, придется уйти от надежды. Отличная идея. Да будет так. Тихо, тихо. Давайте начинать. Увидели братья птиц, потревоженных волшебниками, подняли голову к небу и заговорили. Смотрите, смотрите, как было бы прекрасно, если бы у меня было столько же голов скота. Я бы жил припеваючи. Всем бы помогал. Эх, если бы у меня было столько скота, я бы помогал таким же беднякам, как мы. Не жалел бы баранов для гостей. Слышал бы только слова благодарности от них. Любого кормил, поил бы. Касен, а ты чего молчишь? Ну, скажи что-нибудь. Что, уже и помечтать нельзя, что ли? А? Сам-то тоже, небось, о чем-то мечтаешь. А ну, давай рассказывай. Да не нужно мне столько скота. Разве что немного живности, земли кусок, крышу над головой. Хорошей и умной жены рядом. Ну что обещание? Отличный шанс проверить крепость джигитского слова. Да, конечно. Сейчас и проверим. Ладно. Здравствуйте, джигиты. Валикум ассалам. Я отдыхал на той стороне и невольно услышал то, о чем вы говорили.
решил подойти и познакомиться с вами. Присаживайтесь. Вот сюда, в тень, Аксакал. Спасибо. Едой мы не богаты. Но вот есть пол лепешки и несколько бурсуков. Курута чуть-чуть Еще есть. джармы немного есть, Спасибо большое, джигиты. Смотрю, вы хорошие юноши. Я хотел бы отблагодарить вас. Вижу, что делитесь последним. Ну что вы, Нас так покойные родители воспитывали. Ну что же, Асан, Да. Усен, Касен, Да? зовут меня Обещание. Обещание? В качестве благодарности я исполню ваши желания. Только одно условие у меня. Но глядя на вас, я думаю, вы без труда с ними справитесь. Какое же условие, Ата? Все просто, но одновременно сложно. Вы должны остаться верными своим обещаниям. Только и всего. Да, конечно. Это проще простого. Поскорее бы исполнилось. Просто не верится. Это же настоящее чудо. Большое спасибо. Ата? Ата, долго будем ждать? Нет, дети мои, ничего вам ждать не надо. Вон, видите ту гору? Да. Да, конечно, видим, Ата. Видим? Да. Так вот, Асан, иди и справа от горы. Увидишь отару белых овец. Возьми их себе. Это мне? Да. Спасибо вам, Ата. А слева от горы, Усен, тебя ждет отара черных овец. Ой, Касен, Да? ну а ты иди прямо. У подножия горы, где начинается этот ручей, уже стоит твой новый дом и немного живности. Скоро будет большой праздник осени. Там познакомишься ты со своей будущей женой. Вы сразу друг друга узнаете. Обещаю. Вот так удача. Вот так повезло. Да. Ой. Где? Куда он И исчез? побежали братья, обгоняя друг друга за своим благом и за своим счастьем. А к обещанию подошли благо и счастье. вот и посмотрим, насколько крепко человеческое слово. Будут ли верны обещанию? С этого дня жизнь братьев очень изменилась. Они больше не голодали, не батрачили на жадных баев, а жили в полном достатке. Много лет прошло с тех пор. И вот в один из холодных зимних дней снова встретились у ручья обещания, блага и счастья. Ну что, уже много времени прошло с нашей последней встречи. А пойдем-ка проведаем тех трех братьев. Посмотрим, как они живут. Да испытаем их. Остались ли они верны своим словам? Да, пора. Пойдемте. Я знаю, где они живут. Да, пойдем скорее. Идем, Холодно очень сегодня. Подошли волшебники к дому, где живет Асан. Стучат в ворота. В доме светло, слышны звуки праздника, смех. Калитку открывает Асан. Кто это может быть? А вы кто такие? Что-то я не помню вас. А? Мы бедные странники. Издалека идем. Буран очень злой. Можно ли нам войти и немного погреться? Добрый человек, позволь нам согреть наши кости. Нам бы только чуть-чуть обогреться, и мы дальше пойдем своей дорогой. В такую пургу даже овцы мрут от холода. Да будь вы даже сами богом. Ступайте прочь от моей двери. Ой, Джигит, мы не потревожим вас и ваших близких. А ну, пошли вон, да поскорее. Ко мне главный визирь нашего хана должен приехать. Ну-ка быстро, проваливайте. Делать нечего. Старики побрели дальше. И оказались около дома Усена. Из окон был виден горящий очаг, а в казане что-то варилось.
И кого это нелегкая принесла ко мне в такую метель? В такую погоду даже собаку на улице не выгонишь. Здравствуй, добрый человек. Мы бедные странники. Долго уже в пути. Устали очень. А еще этот ветер такой сильный, что костер не можем развести, чтобы согреться и хоть что-то перекусить. Может, найдется у тебя кусочек лепешки и пиала горячего чая для путников, а также место, чтобы погреться. Эй, ну пошли прочь, голодранцы проклятые. Все ходят, чего-то высматривают. Приличным людям жить спокойно не дают. Эй, идите своим бедняцким богам помолитесь. Может, поможет. А ну, пошли отсюда. Уходите. Прочь. Пока суть до дела, настала ночь, в селе погасли все огни. Продолжили свой путь счастья, блага и обещания дальше. У истока ручья заметили дом, в котором светилось окно, а из трубы шел манящий дымок. А ну, успокойся, Кточ, на место! Ой, хозяин, есть кто дома? Здравствуйте. Ой, аксакалы, вы совсем замерзли. Проходите. Скорей, скорей. Сейчас чаю горячего с медом срочно надо. А все разговоры потом, когда согреетесь. Нурджан, чаю поставь. Да-да, конечно. Проходите, проходите скорее. Настало утро. Нежданные гости собрались дальше в путь. Хасен с женой приготовили им припасов в дорогу. И тут 3 старых оборванца превратились в волшебников. Хорошо, хорошо. Хасен, Да? знаешь ли, кого вы с женой спасли и приютили этой холодной буранной ночью? Нет, Ата. Даже не задумывался об этом. Просто увидел, что люди замерзли. Ну и помог чему. Да и какая разница? Все мы люди, ведь так? Да, ты прав. Разницы никакой. Мудрые слова, хороший поступок. Так вот, Хасен, Да. мы волшебники. Счастье, благо и обещание. Помнишь, откуда у тебя и твоих братьев появились эти блага и поселилось счастье в ваших сердцах? Да, конечно, Ата. Так это вы были? Тогда жарким днем у ручья, оказывается. Не узнал, извините. А, ничего страшного. Я специально так сделал, чтобы вы с братьями меня не узнали. А помнишь ли ты условие, с каким вам все это было дано? Ну, конечно. То же самое и покойные родители говорили нам. Оставайтесь верным своим словам, чтобы данное слово не расходилось с делом. Я это крепко запомнил. Вот спасибо тебе, что ты остался верным своему обещанию. Ты совсем не похож на своих братьев. Ну почему же? Мы очень похожи. Иногда нас даже путают издалека. Нет, Касен, внешне-то, может, вы и похожи, но они зазнались, получив немного богатства. Забыли то, что обещали, когда мечтали тогда у ручья. Оставайся таким же верным своим словам. Хорошо, Аксакал. А братьям твоим мы напомним об их обещаниях. Обязательно напомним. Да будет все у тебя хорошо. Всего хорошего тебе. Счастливо. Спасибо. Да, они правы. Ну, всего хорошего, сынок. Так и остались волшебники среди людей. А люди стали желать друг другу: пусть будут в вашем доме все блага, счастье. И чтобы все это сбывалось, будьте верны своему слову. А Асана и Усена в их старых лохмотьях отправили волшебники на берег замерзшего ручья.